Здравствуйте, наши хорошие, наши любимые. Тере мейе каллит. Сегодня последний день зимы. Немножко холодновато, а потому, что мы приехали на море, а с моря всегда холодный ветер. Мы приехали сюда элементарно, вот буквально рядом с домом, недалеко, здесь несколько минут у нас езды на машине, и пешком минут 15 до нашего жилища, до Русалки, до моря, до нашего променада. Здесь видны корабли, вот на заднем фоне за моими ушками видны корабли. Здесь отреставрирован променад, построены разные горки, качели, развлекухи и так далее. Но и просто подышать свежим морским воздухом, что может быть лучше. Ну и мы продолжаем искать весну. Это самое близкое от нашего дома, где вот можно практически пешком сюда прийти и погулять. Сегодня мы решили никуда далеко не ехать, а пройтись по своим старым местам. Ну и, конечно, подышать морским воздухом. Вон там впереди паромы, порт. Людей всегда много. Этот променад, который здесь ремонтировали и обустраивали, называется Рейди променад. Мы с вами еще не гуляли по нему. Там скорее, наверное, даже летом будет интересней. Вот это знаменитый памятник Русалки. Подойдем к нему тоже. И вот здесь как бы пляж. Летом мы здесь любим загорать, но если мы находимся в городе, то сюда вот просто пройтись с одеялом из дома можно лежать. Вот там построено много всяких качелей, велосипедные дорожки, беговые дорожки, дорожки для гуляния, роликов, велосипедов, колясок, чего хотите. И народу сегодня здесь, ну, просто очень много. Писали вчера, здесь было очень большое количество лебедей. Лебедей. Вот сейчас вроде чайки на волнах качаются. А вот там подальше вот вроде лебеди, да, вижу, действительно. Они прямо на протяжении всего вот этого участка до самого Пирита, от Русалки до Пирита лебеди. Вот здесь спортивные площадки, даже не назову их детскими. Качели для взрослых и для детей. Поверхности такие здесь не вот эта жижа, а такие специально впитывающиеся, как прорезиненные, под цвет зеленой травы. То есть здесь не мокро, не слякотно. Качели такие огромные. Да, здесь не только для детей. Здесь тоже все облагорожено, деревянные. И как звездочки, что ли. На них можно посидеть, постоять. Еще одна детская площадка. Но народу столько, как на Бродвее. Видимо, все сюда. Все-таки на свежем воздухе это самое лучшее, чем давиться последний день в каких-нибудь кинотеатрах или спа, как делают многие. Сегодня есть последний шанс заразиться еще. Лучше так, конечно, вдоль моря. Здесь тоже вот впитывающая поверхность. Нет слякоти ни в какую погоду
на детской. Скамеечки везде. Вот такие будки стоят здесь посреди прям променада. Туалеты. Давайте зайдем посмотрим, насколько здесь чисто, что там есть. Бесплатно. Вот, зашла в эту будку. Хотела показать вам, насколько здесь все чисто. Мыло, раковина, вода. Тепло так, здесь жара, я хочу вам сказать. Несколько кабинок, все чисто. Прилично. Обычно все и бесплатно. Гуляем по променаду. Дышим воздухом. Немножко запах с моря какой-то тины начинается. Здесь есть такие промежутки, где пахнет плохо. Ну, вроде еще ничего. Ой, а вон и лебеди. Сейчас мы с вами постараемся спуститься к ним. Ой, царственные просто птицы. Чаек полно. Одна чайка смеется, слышите? Ой, как приятно, птицы. Ой, чайка над вами смеется. А утки тоже, утки, видите? Заметили, что уже утки все парами, как с волной волна? Утки все парами, только я одна. Этот променад у нас много километровый. Вдоль моря идет. Давайте к птицам спустимся пониже. В некоторых местах через определенные промежутки можно спускаться. Лесенка есть. Мы с вами спустились. Здесь песочек такой. Написано везде таблички: ни в коем случае не кормить животных. То есть, простите, птиц. Потому что кормят булочками всякими, потом птицы умирают. Ни в коем случае. Сколько людям не говоришь, все равно что-то здесь вот лежит. Капустка, кукуруза. Перешли с булки на другое. Ой, подплывают близко. А вот этот серенький, такой коричневатый, мы подумали, что это молодой лебедь. Как это, прошлогодний птенец. У него бывший еще клюв. Да, бывший гадкий утёс. У него еще и клюв окрас не тот. А может, это сорт другой? Может, это гусь? Надо мной опять смеется чайка. Да, это значит молодой. Ой, какие красивые. Ой, какие гордые. Они просто грациозные. Ну, им нужна такая длинная шея для того, чтобы со дна кормиться. Понимаю, хорошо. Вот. Смотри, они сутками дружат. А ты думаешь, что шея нужна для того, чтобы, чтобы гордиться. Вот как, видишь, как попозировал.
собачка тоже пришла посмотреть. Еще один пришел коричневый такой. Коричневатый птенец или кто. Там вдалеке еще лебеди есть. Они совсем не единичные здесь. Их много по всему берегу. Ну вот подошли мы к нашему памятнику. Это уже, знаете, национальное достояние. Этот памятник. Называется он «Русалка». И это памятник затонувшему броненосцу в нашем Финском заливе. Выполнен очень интересно, как будто бы мачта корабля или нос корабля, да, не мачта, нос. Вот, и ангел в сторону моря как раз направлена его рука и держит крест. Он много раз реставрировался, и крест реставрировался. И здесь вот ограждение красивое, фонари и столбики такие. И на всех этих столбиках написано на старославянском еще все члены экипажа погибшего броненосца. В экипаже было 170 человек. Они здесь написаны еще, видите, с твердым знаком, с с этим. Этот броненосец, он был предназначен для береговой охраны. Он был тяжелый, нагруженный всеми этими пушками, орудиями. Береговая охрана. И не предназначен был для открытого моря. А когда он шел с эстонских берегов к финским, вот здесь переплывал это Финский залив, начался шторм, и он своими этими краями, которые низкие, да, зачерпал лодка, грубо говоря, эту воду и, к сожалению, затонул. И тогда собирали деньги вот на этот памятник. По-моему, пожертвование, он был создан на деньги пожертвований. Был вооружен этот памятник. Здесь очень часто фотосессии всяких свадеб на этом фоне. А там он как раз картина вот из металла, как происходило это во время шторма. Сам фрагмент. Вот, Таллин раньше назывался Ревель, и жители Ревеля собирали деньги на этот памятник от друзей, товарищей. А вот сама как бы картина. Шторм и броненосец. Очень любим все горожане этот памятник. Здесь летом, весной, летом распускаются кусты сирени. Когда здесь был ремонт и построение нового променада Рейди со всякими этими качелями, каруселями. Вот он длится так далеко-далеко до кораблей. Видите променад? Люди гуляют как бы по кругу вот вдоль моря. То мы все боялись, что эти кусты сирени спилят, а их, слава богу, не спилили. Это излюбленное место наше. Здесь погулять хорошо. Здесь сразу напротив, через дорогу, парк Кадриорг. Вот здесь прямая дорога, отсюда, наверное, плохо видно, ведущая прямо к нашему музею Екатерининскому. Папа рассказывает Кристине историю, что произошло тогда. А эти камни, наверное, символизируют волны. Такие же.
Вот здесь написано «Сооружен в царствование государя императора Николая II в 1902 году». Этот памятник. Русалка. Почему русалка? Потому что корабль так назывался, Русалка. Стоит здесь на верхотуре ангел. Вот. А русалка — это просто название корабля было. Вот здесь можно посидеть, полюбоваться памятником, подышать и подождать, когда же почки на сирене начнут набухать. А теперь прощаюсь с вами, друзья. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте лайки, не забывайте. Хорошей вам весны, хорошего настроения, здоровья и берегите себя. Пока-пока.